Всем привет, друзья! Вот я и смог выйти на улицу. Первая прогулка у меня за последний, даже больше месяца уже не выходил. Ну, короче, вы все знаете уже, заболели мы с Машей там с этим коронавирусом. Чуть-чуть попозже на видео расскажу, как это все было. Сегодня вышел прогуляться в свой двор. Ну, посмотреть там, что происходит. А что происходит? Тут уже и картошку убрали. Ну, не всю, конечно, но большую часть уже убрали. И другие культуры уже убрали. Ничего, у меня в этом году осенняя уборка не получилось заснять. Вот. Ну, что поделаешь потом. Сейчас вот прогуляемся по дворику. Покажу, что убрано. Что осталось. Вот. И в дальнейшем еще поговорим, как и чем мы заболели. Расскажу, как мы лечились. И скажу обязательно спасибо всем людям, которые нам помогли в этом деле. Ну, в плане выздоровления. Вот так. Ну вот здесь был у нас идеал картошка. Тут приехала сестра с города и, ну, видя, что мы болеем, там, она быстренько это все скопала, убрала, помогла, вернее. Тут уже у Маши там чеснок убран, лук убран, чеснок убран, ничего не осталось. Где-то там тыковка была, не могу, наверное, подойти, но она маленькая, потому что мы с опозданием посадили. Где-то там тыковка растет, маленькая, конечно, вон. Вон вторая еще. Но они мелкие, потому что мы, как я и говорил, что мы посадили с опозданием. Сильным опозданием. Вот. Умка там знает, что скоро будет прогуливаться. Пытается выйти наружу. Скоро поедем на прогулку. Все. Надо выздоравливать. Вот. Сейчас еще покажу, какой еще участок скопан картошки. Я даже не могу количество назвать, сколько там выкопано, потому что ничего я не смог заснять в этом году. Не посчитать, не заснять. Там клубника круто. Ну и бархатцы там далеко цветут. Вот. Ну и здесь вот этот участок тоже картошки больше половины уже убран. Эту половину тоже сестра скопала, а вчера вот Катерина, да, Маша немножко здесь эту сторону копали. Урожай, такой средненький урожай, говорят, но я не могу количество назвать. Посмотрите, как бархатцы цветут, они будут цвести до самого снега. Красиво. Я не знаю, в чем их сила, почему они так мощно и долго цветут. Но они цветут. И прошлый год цвели. Тут ничего не останется на огороде. Они останутся так. Так, морковь. Морковь еще не убрана. Ну, это самый последний убираем. Убрано там укроп. И свекла еще не убрана. Свеклу надо убрать тоже. Ну и вот эти там салаты какие-то. Кабачки убрали. Кабачки там на веранде я видел, да, много лежат штук. Вот. Такой у меня обход сегодня. Первый после долгой задержки, так сказать. И еще сзади со спины у меня поле есть. Это тоже убрано. Вот это поле тоже убрано. Там осталась полоска вдоль вот этого забора, там полосочка осталась. Тоже здесь убрана картошка. Тут картошку нашел, вот. Покажу форма, какая форма, вон. Форма сердца. Прямо, ну, вернее, именно правильное, не похожее, а именно вылитое сердце.
Вот такая картошка. А вон парник у Маши. Я не знаю, даже осмелюсь ли мне туда заглянуть. Она что-то убрала, а вчера занесла ведро помидор. И говорит, мне говорит, надо было заснять. А я говорю, а что тут заснимать уже все сорвала. Надо было, когда висят, показать, как висят они. Ну что, снимаем, друзья, и за забором, что творится у нас. Как и показывал ранее, у нас новые соседи. И вот что они успели, пока я болел, тут делать. Они уже тут убрали вот этот сарай и сделали уже веранду. Каркас веранды, вернее, да. Фундамент вроде как отлили со стороны веранды и, наверное, с боков уже отлили. Ну, залили цементом фундамент. Окна пока еще не готовые, крыша еще не готовая, но они работают. Молодцы. Ну, скорее всего, уже в эту зиму, наверное, не успеют перезимовать. Потому что тут еще и печку надо достроить. А чтобы печку достроить, надо весь фундамент все равно выровнять аккуратненько. Окна поставить. Но это все денежка. И работа, ну, как бы в совхозе, думаю, не очень-то. Ну, надо поднакопить денежек, одним словом, вот так. А тут пока все, вон, дровишки пилят. Это из старых, это все на дрова пойдет. Много еще дров останется. Можно даже зиму перезимовать с этими дровами. Вот так. Молодцы, работают. Ну вот, вкратце обошел, там буквально за 5 минут там показал немножко, что происходит во дворе у меня. Ну, как такого нормального рассказа не получается, потому что не знаю там, сколько урожай получился картошки. Ну, средненький такой урожай. И неплохой, и не сказать, чтобы он сверхъестественный. Ну, для нас это хватит даже с избытком. Короче, надо вот эти поля надо уменьшать. Уменьшаться надо. Сюда кустарники или что ли посадить. Там крыжовники всякие вот эти. Картошка сейчас не в теме вообще. Это раньше, в 90-х, картошка была вторым хлебом. Меняли на масло, чай, сахар. Поля были огромные. Вот этими жили. На целый год муку запасали, сахар там, картошка. А сейчас она копейки стоит. Навоз дороже стоит. Я что навоз покупаю, на эти деньги я картошку могу купить себе вот так, и даже останется еще. Если вот еще посчитать там, ну, нормально. Вот. Теперь хочу рассказать немножко, как мы с Машей заболели и как мы, ну, выкарабкались, что ли, из этой ситуации, если можно так сказать, потому что я еще не выбрался из этой ямы. Одной ногой еще там, в яме. Вот. Помните, там видео было, где многие подписчики, наши зрители постоянные, ну, поняли, что Маша чем-то болеет, что-то с ней не так. А было дело как? Я уже в это время болел. Я уже лежал на диване с температурой там по 38. И Маша болела. Но она говорит, мне, говорит, сегодня полегче. Я, говорит, выйду, чтобы перерыва не было в видео. Говорит, выйду, поснимаю хотя бы немножко, там, минут на 10 видео. Ну, я говорю, если не трудно, то, пожалуйста, поснимай. Она засняла это все. Сейчас, секунду. Она все засняла, это все дело. Я начал монтировать и ужаснулся. Я говорю, Маша, у нас что-то не просто простуда, не просто кашель. Я говорю, это у нас что-то серьезное. Вот это было, наверное, в среду. А в субботу
Короче, в субботу Маша уже начала сильно кашлять, вообще даже вдохнуть не может. Начала кашлять и вызвала скорую, и ее отвезли в больницу. А почему я не поехал? У меня была температура, тоже померяли. Ну, я не вызывал скорую уже. Просто я говорю, померяйте у меня тоже сатурацию. Они померяли, сатурация, ну, кислород, то есть крови 100 показал. Я говорю, я останусь, я не поеду. Потому что для меня очень трудно это все. Там, переезд, еще что такое. Я остался и очень сильно пожалел. Маша поехала, ее сразу положили, начали лечить. Показал, что пневмония началась от ковида. Начали лечить. А я еще вот субботу терпел до следующей среды. Я уже потом не стал дожидаться как-то критических ситуаций. Тоже поехал. Меня спасибо нашим медикам нивширским, они дали мне направление, потому что мне на скорой трудно ехать, они дали направление, я поехал сам, дождался там очереди, очень большая очередь в республиканской приемном центре, там из республиканской больницы сделали ковид-центр, чисто ковид там лечат. И тоже большое спасибо приемном покое, я им говорю, у меня вот, например, я говорю, колясочник, а у меня жена лежит в таком-то отделении. Пожалуйста, если можно, направьте меня туда. И они позвонили, не поленились, позвонили в это отделение, спросили, есть ли место. Да, сказали, есть место под кислородом, одно место для мужской палате. Меня быстренько туда. И так мы как бы сначала в одно отделение попали с Машей. А потом уже вот череда таких добрых людей на нашем пути, а потом уже нам как бы, ну, слово такое попалось, что ли, ну не попалось, ну вот у нас была лечащая врач, которая с пониманием к нам отнеслась, и когда выписали моего соседа буквально через 2-3 дня, наверное, 2 или 3 дня, выписали моего соседа с палаты, палата была двухместная, и перевели в мою палату Машу, чтобы она тоже смогла ухаживать, потому что ей уже было намного легче, у нее уже температуры не было, кашля не было, и ну, там капельница, да, что это оставалось, и она для меня очень сильно помогала, потому что просто так лежать при ковиде нельзя, на спине нельзя лежать, на животе я не могу, и вот на боку через каждые 15 минут то сижу, то лежу на боку, то сижу, то лежу на боку. И вот так я как бы... Мне было намного легче вот это все перенести. Рядом была моя, как сказать, верная жена Мария. Вот. И хочу сказать, изъявить большое спасибо от нашей семьи младшему медперсоналу, который ухаживал за нами, который кормил нас, который менял белье, ну, убирал в палате, среднему медперсоналу, медсестрам, сестричкам. Молодцы, с таким уважением отнеслись к нам, подбадривали, лечили нас. Ну, конечно, там по назначению это все. Делали уколы, добрым словом поддерживали. Это очень, так сказать, нас вдохновляло всегда. И, наконец-то, хочу сказать большое спасибо врачу нашему лечащему Анне Александровне. Большущее спасибо. С таким пониманием, с таким человеческой добротой она отнеслась к моему недугу, к основному, то, что я не могу делать, то, что она перевела Марию в мою палату. И то, что это мне очень помогло. Дальше она, молодая врач, но с таким профессионализмом она это все делает, с таким, ну, сердечным чувством. Огромное спасибо, огромное просто спасибо. Лечили нас. Насчет лечения там был вопрос, чем и как нас лечили. Лечили, сейчас вроде лечат одним и тем же, это гормоны, то капельно, то внутривенно.
кроворазжижающие препараты. Дальше у кого там кашель, есть что-то там, ингаляции, тоже на гормонах и, ну, еще это другое. У Маши было давление еще, последствия гормонов, и это все благополучно тоже сняли. Тоже лекарствами, капельницами это все сняли, убрали. Вот этот негативный момент. И еще нас выписали домой, мы приехали, Маша вот быстрее меня поправляется, конечно, молодец, слава тебе, Господи. А я вот, что-то я задержался, не могу, сил нет, не знаю, как буду еще выкарабкиваться, но сегодня первый день я вышел, я думаю, что справлюсь. Вот. Вот так, друзья. Вкратце рассказал, что и как с нами было, и сказал спасибо всем, которые нам помогли в этой беде. Вот так. Ну что, а теперь я буду заезжать, друзья, домой. Прогулялся, главное, подышал свежим воздухом, под черемухой посидел. Ладно, все. Всем пока. На этом это видео заканчиваю. До новых встреч на нашем канале. Всем пока.